Я хочу сказать что-то важное. Враг планирует вывести вашу финансовую жизнь из равновесия, создав на этой неделе серьезные проблемы. Он хочет реализовать жестокий план, чтобы навредить тебе. Я прошу вас впредь быть осторожными, чтобы не попасть в эту спираль боли. Слушай внимательно, возможно, это ваш единственный шанс избежать надвигающейся опасности. Иисус предупреждает вас, что вокруг вас что-то плохое, и вы должны защитить себя духовно. Меня окружает негатив и разрушительные вещи. Вы должны держаться подальше от всего, чтобы в будущем вы могли жить спокойно. Враг высмеивает ваше счастье и использует кого-то из ваших близких, чтобы навредить вам. Этот человек хорошо знает вашу жизнь. Если вы не защитите себя, то вскоре столкнетесь с большими проблемами. Бог говорит вам не верить словам этого человека, потому что он хочет обмануть вас и воспользоваться вами. Когда ты им не нужен, они тебя бросают. Вы быстро узнаете, кто этот человек, и сможете удалить его из своего круга, прежде чем он нанесет еще больший ущерб. Подпишитесь на этот канал, чтобы получать сообщения о счастье и внутреннем мире. Бог также хочет, чтобы вы покаялись в своих грехах, чтобы Святой Дух мог обитать в вашем сердце и принять вас с любовью. Бог показывает вам, что кто-то в вашей жизни не верен, и вам следует постараться не причинять больше вреда. Вы никогда не получите выгоды от лжи этого человека, и вы должны быть готовы взглянуть правде в глаза. Оставьте комментарий 6060, чтобы найти решение вашей проблемы. Бог открывает для вас новые двери и устраивает вашу финансовую жизнь, позволяя вам испытать в жизни все самое лучшее. Это возможно только тогда, когда ты остановишься в конце и разделишь с ним каждое мгновение. Они волнуются, потому что до того, как с вашими детьми случится что-то плохое, осталось очень мало времени. Ваши враги преследуют людей, которых вы любите. Если это не сработает, катастрофа неизбежна. Пожалуйста, свяжитесь со своей семьей и попросите Бога о защите. Враг планирует большой сюрприз, чтобы силой забрать что-то ваше. Если вы не откроете глаза, вы можете столкнуться с серьезными заболеваниями или проблемами, от которых я хочу уберечь вас. Бог предупреждает вас, что если вы останетесь с этим человеком, вы никогда не продвинетесь вперед. Они заманивают вас в ловушку ложных навязчивых идей, от которых вам нужно избавиться, прежде чем они вызовут более серьезные проблемы в вашей жизни. Ангелы говорят, что нужно покаяться, чтобы осознать свои грехи и просветить свою душу. Живите комфортной и здоровой жизнью со множеством планов и достижений, потому что Бог всегда будет с вами. Враг хочет украсть у вас все Божьи благословения. Если вы не защитите себя, ваши плохие решения не откроют вам финансовые двери. Но с верой и покаянием все может измениться, мой дорогой сын. Не останавливайтесь на достигнутом, я хочу сказать. Откройте свой разум и сердце, делясь следующим божественным откровением. Вас окружают трудности, но вы не одиноки. Господь, я с тобой на каждом этапе пути. Я знаю, что это тяжело, ночи длинные, а дни полны неопределенности. Но помните, вера сдвигает горы, и ваша вера в меня будет вашей силой. В вашем кругу есть люди, которые не такие, какими кажутся. Некоторые люди завидуют вашему свету и пытаются погасить его. Берегите свое сердце и выбирайте мудро.
Держитесь подальше от людей, которые пытаются вас унизить, и оставайтесь рядом с людьми, которые воодушевляют вас и по-настоящему любят вас. Ангелы ведут вас, слушайте знаки и замечайте маленькие совпадения, которые представляют собой сообщения от меня, пытающегося направить вас по правильному пути. Медитируйте и молитесь ежедневно, чтобы эти отношения оставались крепкими и ясными. Комментарий 7272 для общения с Богом. Ваше здоровье также вызывает беспокойство. Берегите свое тело, потому что оно храм Святого Духа. Здоровое питание, отдых и молитва необходимы для вашего физического и духовного здоровья. Помните, что без здорового тела будет сложно противостоять жизненным невзгодам. Когда дело доходит до вашей финансовой жизни, я открою двери, о существовании которых вы даже не подозревали. Будьте усердны, работайте честно и последовательно. Наградой за вашу веру и трудолюбие обязательно станет процветание. Но помните, истинное богатство находится в вашем сердце и в том, как вы делитесь своими благословениями с другими. Даже люди, которые тебя любят, боятся зла вокруг тебя. Защитите свою семью молитвой и попросите для них божественной защиты. Он обратился к ним с этим заявлением, и они объединились в вере и молитве. Вместе вы будете сильнее. Покайтесь в своих грехах, потому что мы все грешим. Искреннее покаяние открывает дверь к исцелению и искуплению. Не нести бремя прошлого, а извлечь из него уроки и двигаться к светлому будущему. Не бойтесь трудностей, потому что они временны. Каждое препятствие – это возможность вырасти и укрепиться. Я приготовил для тебя путь к победе, но ты должен быть уверенным и настойчивым. Помните, что добро притягивает добро. Будьте добры, любите и помогайте другим. То, что вы дадите миру, мир даст вам. Посадите семена любви и пожните плоды счастья. Я пишу свою надежду и надежду на Бога, чтобы принять слово с верой и благодарением. В конце концов, когда все покажется ясным, вы увидите, что у каждого трудного момента была цель. Я стал лучше, сильнее, мудрее и любящим человеком. Поделитесь этим сообщением с теми, кто, по вашему мнению, нуждается в Слове Божьем. Так что вы в безопасности. Враг пытается повлиять на вашу финансовую жизнь, ставя вас в трудные ситуации, когда вам нужно много экономить. Если ты хочешь измениться, доверься тому, что я приготовил для тебя. Не теряйте свой свет. И помните, что они всегда присутствуют в ваших сердцах. Слушайте внимательно, что я скажу, потому что эти слова предназначены именно для вас. Никому не говорите, потому что это сообщение личное и адресовано только вашему сердцу. Я хочу вам сказать, что если вы не остановитесь на этом, путь благ и чудес в вашей жизни закроется навсегда. Поэтому я искренне прошу вас не игнорировать это сообщение. Когда я прошу вас успокоиться и больше молиться, поймите, что я работаю над исполнением всех желаний вашего сердца. Будьте терпеливы и сохраняйте спокойствие. Мое намерение всегда состоит в том, чтобы обильно благословить вас и полностью изменить ваш образ мышления и жизни. Планы, которые я имею для вас, предназначены для вашего блага, чтобы вы могли процветать. Не сердись и не обвиняй меня в вещах, которые находятся вне твоего контроля. Все произойдет в нужное время и в нужное время. Пришло время, когда мои желания совпали с вашими. Мое дорогое дитя,
я посылаю тебе обновление благословений и обещаний, которые вскоре исполнятся в твоей жизни. Приготовьтесь увидеть божественную трансформацию во всех аспектах вашего существа, поскольку я полон решимости увидеть, как вы растете и преуспеваете, превосходя ваши самые смелые мечты. Из своего сердца я изливаю на вас источник милости и благодати. Трудности, с которыми вы столкнулись ранее, превратятся в богатые возможности. Я несу яркий свет туда, где тьма. Там, где есть недостаток, я принесу изобилие. Я дам полное исцеление там, где есть боль. Если вы верите в чудеса Божьи, скажите «Я есть». Где бы ни был недуг, я дам ему полное выздоровление. Мой божественный свет проникает в каждую клетку вашего тела, восстанавливая и обновляя вашу жизненную силу и укрепляя вас для преодоления проблем, с которыми вы сталкиваетесь. Знайте, что это благословение является выражением моей любви и цели вашей жизни. Я подниму вас на новые высоты, помогая исполнить ваше божественное предназначение. Не бойтесь и не сомневайтесь, потому что я всегда с вами. Откройте свое сердце и примите это благословение с верой и благодарностью. Верьте, что он мощно работает для вашего блага. Обратите внимание на знаки и сочетания, подтверждающие мое присутствие и появление чудес в вашей жизни. Дети мои, я хочу сказать вам, что я здесь, чтобы направлять вас и защищать в самые темные ночи и самые трудные дни. Помните, что вы никогда не одиноки. Я с тобой, предлагая тебе свою любовь и силу. Может наступить буря, но с моей помощью ты ее выдержишь. Доверься мне, верь и иди по пути, который я нарисовал для тебя. Я благословляю тебя сейчас и навсегда. Просто верьте и откройте свое сердце, чтобы получить мои благословения. То есть я следил за каждым шагом. Каждая слеза имеет значение, каждая улыбка празднуется. Даже когда ты чувствуешь себя потерянным, помни, что я с тобой, направляю твои шаги и освещаю твой путь. Чтобы противостоять жизненным трудностям, сохраняйте свою веру сильной. Я обучил тебя, укрепил твой дух и подготовил к великим свершениям. Испытания, с которыми вы сталкиваетесь, временны, но мои благословения для вас вечны. Никогда не недооценивайте силу своих слов. Заявление о вере может изменить вашу реальность. Говорите с уверенностью и предсказывайте благословения в своей жизни и жизни своей семьи. Я дал тебе силу в твоем языке, чтобы благословить тебя и изменить условия. Используйте этот дар с умом. Помните, молитва – это не просто список вопросов, это разговор со мной. Я хочу услышать, что у тебя на сердце. Я хочу гулять с тобой каждое мгновение твоей жизни. Он говорит со мной не только в трудную минуту, но и во времена счастья, в повседневной жизни и в мелочах. Напишите 8080, чтобы помолиться о том, чтобы эта неделя была благословленной и чтобы вы нашли правильный выход из трудной дороги, с которой вы столкнулись. Все камни, которые вам придется вынести, все горькие моменты с человеком, которого вы обидели, все пройдет. Бог открывает новый этап в вашем сердце и изменяет вас через Святого Духа. Я объясню вам, что причина вашего несчастья в жизни кроется в чем-то, что вы сделали в прошлом. Я понимаю, что ты не перевернулся, и это накопилось за годы.
Единственный способ изменить все это — положить конец этой ситуации искренним покаянием. Бог говорит, что то, как мы относимся к другим, отражает нашу судьбу. Отвергать кого-то не только больно, но и убивает потенциал будущего величия. У каждого человека есть божественное обещание величия и потенциал для достижения зла. Мы должны осознавать, что, плохо обращаясь с кем-то, мы можем закрыть дверь в более высокие места и более богатый опыт. Напишите 2459, чтобы стать маяком честности среди желаний мира. Ваша приверженность истинной природе – это факел, способный осветить путь тех, кто ищет целостности. Я знаю твои самые сокровенные мечты и желания. Работайте в тишине, чтобы добиться этого. Не волнуйтесь, если что-то не произойдет сразу. У меня идеальное время, и я знаю, что лучше для вас. Доверься мне и моей мудрости. Я обеспечу вас всем необходимым в свое время. Всегда помните, что вас любят безусловно. Никакая ошибка или неудача не могут уменьшить мою любовь к тебе. Я вижу твое сердце и знаю твои намерения. Будьте светом для других, распространяйте доброту и любовь, куда бы вы ни пошли. Каждое утро обновляйте свою надежду. Каждый раз, когда заходит солнце, будьте благодарны за полученные вами благословения. Жизнь – это путешествие, и я с тобой на каждом этапе пути. Добрый день, отпразднуйте со мной. В дни печали ищи моего утешения. Я твоя поддержка, твоя сила и твой проводник. Никогда не забывай, что бы ни случилось в будущем, я всегда буду рядом, готовый поднять тебя, когда ты упадешь, связать и успокоить во время бури. Моя любовь к тебе бесконечна и вечна. Так что живите мужественно и верой. Мы верим, что грядут великие дела. Откройте свое сердце моим наставлениям и позвольте моему свету направлять ваш путь. Я всегда работаю для вашего блага, даже если вы этого не видите. Бог с тобой. Это истина, которая поддерживает вас во все времена. Моей любви и благодати достаточно, чтобы помочь мне в любой ситуации. Я благословляю тебя сейчас и навсегда. Я твой любимый Бог, всегда с тобой. Когда ты почувствуешь слабость, я осыплю тебя безусловной любовью. В твоей слабости я даю тебе силу. В вашем отчаянии я предлагаю вам надежду. В твое горе я приношу вечное счастье. Я твой пастырь, направляющий тебя и защищающий тебя во все времена. Доверьтесь моей любви и оставьте свои заботы позади, ибо я – ваше прибежище и источник мира. Все, что вы сделаете с этого момента, будет благословлено. На каждом вашем шаге моя рука будет с вами, направляя вас и открывая пути за пределами вашего понимания. Ваши усилия будут вознаграждены, и ваши дела будут окружены моей обильной благодатью. Я беспокоюсь не только за вас, но и за всю вашу семью. Сила моего присутствия превратит любую трудную ситуацию в чудо. Там, где есть болезнь, я приношу здоровье. Там, где есть конфликт, помиритесь. Там, где есть боль, я принесу утешение. Пусть ваша семья будет окружена моей безусловной любовью, надеясь на исцеление и выздоровление всех вокруг. Сынок, не сомневайся, что это чудо произойдет. Когда я нуждался в этом больше всего, я выбрал идеальное время,
и мое божественное вмешательство пришло к вам в нужное время. Когда ваша вера будет испытана и ваша сила ослабнет, я воспользуюсь моей силой и сотворю чудеса в вашей жизни. Я люблю тебя, мой Бог. Бог работает в вашей жизни. Я твоя сила, когда ты чувствуешь себя слабым. Когда твоя сила ослабла, я протянул тебе свою сильную руку и вселил в тебя смелость и решимость. Доверьтесь мне, я ваш неиссякаемый источник силы и обновления. Когда мир и любовь будут потеряны, я верну их. Мои любящие руки успокаивают боль души и рассеивают темные тучи отчаяния. Позвольте мне наполнить ваше сердце покоем, превосходящим всякое понимание, наполнить вас любовью, превосходящей любую ситуацию. Враги пытаются проникнуть в вашу семью. Чтобы обеспечить безопасность для всех, распространите это сообщение, чтобы никто не пострадал. Лос-Анджелес говорит, что кто-то, кому вы доверяете, готовит против вас заговор. Узнайте, кто он, и избегайте больших проблем. Не попадайтесь в ловушку врага. Он хочет привлечь вас и причинить вам боль. Не позволяйте этому случиться. Небесный Отец, позволь мне получить Твою защиту и руководство, пока не стало слишком поздно. Эта неделя может принести большую трагедию, но также может принести и большую радость. Тебе решать. Сатана хочет заставить вас плакать и украсть вашу радость, но у вас есть шанс спастись. Избегайте ловушек и оставьте рискованные моменты своей жизни позади. Наберите 888-88, если вы столкнулись с духовной войной. Пусть Божественный Свет озарит вашу жизнь и подарит вам успех, здоровье и благословение. Ангелы предупреждают вас, что из-за неверия в ближайшие часы может случиться что-то плохое. Это предупреждение не дает вам свалиться в пропасть, из которой нет выхода. Не теряйте огонь и позвольте врагу уничтожить ваше имя. Тщательно выбирайте людей вокруг себя, чтобы не пострадать. Бог заботится о вас. Он видит, что вы страдаете от болезни и хочет показать вам, как выздороветь. Не сдавайтесь и упорствуйте, потому что на вас ничто не повлияет. Оставьте комментарий 9999, чтобы быть уверенным, что эта неделя будет благословенной, и все грядущее зло сойдет на землю. Святой Дух приносит силу защиты и руководства. Лос-Анджелес обеспокоен проблемами, которые пытается доставить вам враг. Будьте осторожны и берегите свои фрукты. Теперь я хочу, чтобы вы знали, что я всегда с вами, направляю ваши шаги и забочусь о вас. Я знаю, что это испытание кажется трудным, но я верю, это все часть более масштабного плана, который мы часто не понимаем. Вы – драгоценное и уникальное существо, и проблемы, с которыми вы сталкиваетесь, имеют цель. Враги, стремящиеся сломить вас, не добьются успеха, если вы сохраните свое сердце и разум во мне. Помните, что ваши молитвы услышаны и что вы никогда не одиноки. В моменты слабости называйте мое имя и почувствуйте мое присутствие, которое укрепляет вас. Я посылаю своих ангелов окружить тебя защитой. Они будут с вами днем и ночью, удаляя из вашей жизни всю негативную энергию и зло. Пусть эта защита окружит вас, как одеяло света, направит на безопасный путь и убережет от всякого зла. Я знаю, что у тебя много сомнений и страхов.
Я осознаю, что каждый шаг, каким бы неуверенным он ни был, я вижу и управляю. Ангелы просят вас поверить, что все, что произойдет, пойдет вам на пользу. Доверяйте процессу, даже если вы его не понимаете. Победа приходит только к тем, кто упорствует в вере. Иногда проблемы возникают из-за финансового кризиса, проблем со здоровьем или семейных конфликтов. Это способ врага отвести ваши глаза от меня. Но, сын мой, каждая трудность – это возможность проявить свою веру и доверие ко мне. Я никогда не заставлю тебя пройти через то, что ты не сможешь преодолеть с моей помощью. В ближайшие дни выделите особое время для молитвы. Найдите тихое место, где вы сможете глубоко соединиться со мной. Позвольте своему сердцу открыться и представить передо мной все беспокойства, страхи и желания. Вы почувствуете чудесный покой, и я дам вам ответы, которые вы ищете. Напишите 91 как символ вашей преданности и стремления к божественному знанию. Это число символизирует приход духовной трансформации. Всякий раз, когда вы его используете, помните, что я работаю в вашей жизни, улучшая вас и готовя к чему-то большему. Я также хочу, чтобы вы поделились этой любовью и светом с окружающими. Будьте маяком надежды для заблудших, утешением для страдающих и вдохновением для надежды. Ваша миссия больше, чем просто жить для себя. У вас есть возможность коснуться жизни многих людей своей добротой и верой. Сохраняйте благодарность в своем сердце даже в трудные времена. Будьте благодарны за уроки, которые вы усвоили, за людей, которые встретились на вашем пути, и за благословения, которые вы получили. Благодарность открывает дверь к большим благословениям и меняет ваш взгляд на мир. Теперь я хочу, чтобы вы глубоко вздохнули и почувствовали мой мир в своем сердце. Покойся передо мной и знай, что я Бог. Для меня нет ничего невозможного. Отдай мне все свои тревоги, страхи и тревоги. Позвольте мне принести это вам. Я иду с уверенностью, зная, что будущее в моих руках. Я делаю для тебя большую работу. Просыпайтесь с новой надеждой, потому что дни печали остались позади, и вас ждет будущее, полное радости и удовлетворения. Я с вами на каждом этапе пути, направляя вас и позволяя вам достичь великих побед. Отнеситесь к этим словам серьезно, потому что это обещание, которое сбудется. Не бойтесь, потому что я с вами веду вас к жизни, наполненной смыслом, успехом и счастьем. Я Господь, твой Бог, и моя верность вечна. Будьте готовы к грядущим чудесам и благословениям. Бог – это все в моей жизни, чтобы подтвердить вашу благодарность и надежду. Не сдавайтесь, когда наступят времена бед и страданий, потому что я буду с вами в каждой битве. Я заставлю твоих врагов засвидетельствовать мое мощное вмешательство в твою жизнь. Моя слава откроется через тебя, и окружающие увидят мою могущественную работу для моих возлюбленных детей. Помните, что когда вы немощны, вы будете сильны предо мною, потому что в вашей немощи совершается моя благодать. Так что, поверьте мне, вы увидите чудо. Не гордись, ибо это моя слава воссияла над тобой. Смирись предо мною, и я вознесу тебя в нужный момент. Когда вы сталкиваетесь с жизненными трудностями, не забывайте, что я ваш Бог, и что я никогда не подводил вас и никогда не оставлю вас. В прошлом ты также победил многих моих верных слуг,
Поэтому, мое дорогое дитя, я тоже подбадриваю тебя. Врагам твоим будет стыдно, потому что они знают, что ты под моей защитой и что моя слава превыше твоей жизни. В 2020 году попросите у Бога полную защиту и даруйте Ему тело и душу. Ангелы заявляют: цените свою способность принимать осознанные решения и менять свой курс. Это истинный показатель вашей силы и способности адаптироваться, а не вашей настойчивости в неопределенных ситуациях. Пустая душа подобна саду без цветов, без цветов. Но душу можно возделывать, как почву. Постарайтесь наполнить свою душу любовью, знаниями и верой, и вы увидите, как сложится ваша жизнь. Проходя через это, всегда помните, что враг попытается увести вас с пути праведности, попытается подорвать вашу веру, посеять сомнения в вашем сердце и отвратить вас от моего присутствия. Но знай, что я, твой Небесный Отец, всегда с тобой, готовый направить и защитить тебя. Ангелы вокруг вас постоянно молятся за вас. Они видят битвы, с которыми вы сталкиваетесь каждый день, и предлагают вам божественную помощь. Они говорят вам никогда не терять надежду. Даже когда все кажется темным, свет моего присутствия способен рассеять любую тьму, окружающую вас. Дитя мое, я хочу, чтобы ты знал, что каждое испытание, с которым ты сталкиваешься, это возможность укрепить твою веру и веру в меня. Не сдавайтесь перед лицом трудностей, потому что это всего лишь опыт, который готовит вас к получению великих благословений. Помни, что я всегда с тобой, готов поддержать тебя своей верной правой рукой. Когда ты чувствуешь себя слабым и беспомощным, обрати свой взор ко мне. Они твоя опора, твоя сила, твоя защита. Ты найдешь во мне силу, необходимую для преодоления любых препятствий. Достаточно для тебя благодати моей, и сила моя совершается в слабости твоей. Доверьтесь мне всем своим сердцем и не полагайтесь на свое собственное понимание. Во всех путях ваших признавайте меня, и я направлю стези ваши. Помните, мой план для вас – мир, а не зло, чтобы дать вам будущее и навстречу. Я был создан, чтобы жить полноценной жизнью, полной радости и цели. Каждый твой шаг навстречу мне – это шаг к твоей истинной сути, в которую я верю. Не позволяйте страху и сомнениям отвлекать вас от пути, который я указал для вас. Не спускайте глаз со меня и верьте, что я буду направлять ваши шаги, даже если вы не видите пути вперед. Ангелы советуют вам сохранять чистоту своего сердца и сосредоточенность ума на высших материях. Держитесь подальше от негативных влияний, которые пытаются затянуть вас в пучину отчаяния. Ищите компанию людей, которые поощряют вас духовно расти и вдохновляют вас стать лучшей версией себя. Дитя мое, твоя ценность не в материальных вещах или достижениях этого мира. Ваша истинная ценность заключается в том, кто вы внутри. Я любил тебя от создания мира, и ничто не может изменить эту любовь. Когда вы смотрите в зеркало, вы видите человека, которого вы создали с заботой и любовью. Ты драгоценен в моих глазах, и у тебя есть особая цель, достичь которой можешь только ты. Не сравнивайте себя с другими, потому что у каждого человека свой уникальный путь. Празднуйте победы своих братьев с радостью сердца, зная, что ваша победа придет в нужное время. Не позволяйте неудачам обескуражить вас, рассматривайте их как возможность расти и учиться. Всегда помните, что вы воин света.
Любая маленькая победа над искушением – это в моих глазах огромный успех. Каждый правильный выбор, который вы делаете, укрепляет вашу душу и приближает вас ко мне. Даже когда все вокруг кажется темным и неопределенным, я помню тот момент, когда наткнулся на одну из этих ловушек. Это был трудный день, но вместо того, чтобы отступить, я глубоко вздохнул, собрался с духом и продолжил верить, что нахожусь на правильном пути. Эта решимость, эта непоколебимая вера, то, чем я горжусь. Я так рада видеть, как ты преодолеваешь все препятствия с сердцем, полным надежды. Теперь, когда мы подошли к концу этого сообщения, я хотел бы попросить вас написать в комментариях «Моя вера тверда». Эта фраза является свидетельством вашего пути и силы внутри вас. Прежде чем я попрощаюсь, я хочу, чтобы ты знал, как сильно я тебя люблю. Моя любовь к тебе больше неба и глубже моря. Если вы захотите остаться со мной еще немного, разделить этот особенный момент помазания, единения и соединения, я буду очень рад. Теперь нажмите на видео, которое появится на вашем экране, и мы встретим вас там, готовых продолжить это путешествие вместе. Вот видите. Сегодня уделите немного времени, чтобы послушать гул окружающего вас мира. Теперь закройте глаза и очень тихо представьте, как будто для вас это просто тайна, как Бог тихо говорит вам на ухо. Он говорит вам, что у Него на вас большие планы, полные чудесных приключений и улыбок, которые продлятся весь день. Представьте жизнь как одну большую книгу приключенческих рассказов, каждая глава которой рассказывает о новом путешествии. Иногда эти дни бывают непростыми, с бурями и темными ночами, которые скрывают звезды с неба. Но даже на этих темных страницах есть свет, который хочет засиять. Он – Бог света, который не находится на далеком троне, а идет рядом с тобой, ступая в одни и те же дождевые лужи и ощущая вместе с тобой каждый глоток свежего воздуха. В пасмурные дни, когда у вас тяжело на сердце и слезятся глаза, Бог очень близко. Он слышит ваши крики, видит ваши слезы и утешающим голосом обращается к вашему сердцу, давая слова ободрения и обещания лучших дней. Бог здесь с распростертыми руками, готовый обнять вас и согреть своей бесконечной любовью. Теперь Бог призывает вас перевернуть страницу об этих старых ранах. Вам нужно вытереть слезы и открыть свое сердце новым историям, где каждый день у ваших глаз есть шанс найти радость, сияющую, как звезды. Создав свой план, вы создадите жизнь, полную цели и радости. Даже если сомнения и печаль кажутся непреодолимыми, помните, что в своих руках Бог имеет целебную силу, способную исцелить даже самые глубокие раны. Когда вы позволите этой вечной, безусловной любви наполнить вашу жизнь, вы обретете радость, способную выдержать любую бурю, и чувство истинной радости, которая не подведет, несмотря ни на что. Итак, страница за страницей, вы и Бог вместе пишете историю надежды, мужества и любви, которая будет длиться вечно. Мой дорогой сын, моя дорогая дочь, позволь мне рассказать тебе удивительную историю, которая начинается с особого призвания Бога. Представьте себе жизнь, полную энергии и страсти, жизнь, которую Бог тщательно спланировал для вас. Она с любовью спланировала каждую деталь, создавая уникальный и прекрасный день. Представьте себе, что вы идете в прекрасный сад, где каждый цветок выращен специально для вас. Цветы олицетворяют ваши мечты,
и каждая из них расцветает великолепными цветами, когда вы мечтаете о многом и глубоко любите. У Бога есть чудесный дар для вас на этом пути. Каждый подарок – это скрытое сокровище, ожидающее, чтобы его обнаружили и оценили. Чувствуйте себя воодушевленным, зная, что впереди нас ждут лучшие дни. Представьте себе красивый закат, когда цвета неба предвещают новый рассвет, полный надежды. Бог с вами держит вас за руку и направляет ваши шаги с любовью и мудростью. Вы хотите выглядеть счастливым и веселым, потому что ходите, как солнышко. Пусть уроки Божьи будут светом, освещающим ваш путь. Визуализируйте эти уроки, как мерцающие звезды в ночном небе, ведущие вас сквозь тьму и трудности. Бог знает, что только самые искренние ученики могут следовать этому посланию до конца, избегая ловушек, которые может расставить враг. Думайте о враге как о тени, пытающейся затемнить ваш свет, но знайте, что по мере того, как вы приближаетесь к Богу, тень исчезает, враг теряет свою силу, а вы становитесь сильнее и просвещеннее. У Бога есть для вас все самое лучшее, и ничто не сможет помешать вам получить эти благословения, если вы держитесь своей веры. Представьте, что перед вами открывается волшебная дверь, открывая вам мир, полный благ. Каждый раз, когда вы получаете это послание и живете согласно Слову Божьему, дверь открывается все больше и больше, открывая вам сокровища и чудеса, превосходящие ваше воображение. Почувствуйте благодарность в своем сердце. Представьте себе, что вы поднимаете руки к небу и говорите: «Хвала Богу в поле, полном цветов, где каждый цветок – это дар, который Бог дал вашей жизни». Ваша благодарность подобна мелодии, доносящейся с небес и наполняющей сердце Бога радостью. По всем этим и многим другим причинам, которые вы найдете в Слове, я призываю вас продолжать оставаться последовательными и верными христианами. Представьте, что вы, герой чудесного приключения, сталкиваетесь с отважными испытаниями и получаете великие награды. Примите это послание своим сердцем, и вы увидите, как благословения Божьи возрастают в вашей жизни, как дождь остроконечных звезд, сияющих на вашем пути. Мой сын, моя дочь, у Бога есть великий план для тебя. Живите страстно, мечтайте о многом и позвольте вашему сердцу руководить божественной любовью. Ваше величайшее приключение еще впереди, и Бог будет с вами на каждом этапе этого удивительного путешествия. Дорогое дитя мое, представь себе, что жизнь – это большая картина, нарисованная Богом. Каждый мазок кисти наполнен яркими красками и прекрасными деталями, которые еще предстоит раскрыть. Некоторые изображения все еще пусты и ждут завершения. Когда вы следуете Божьему плану для своей жизни, это похоже на то, как будто у вас есть крылья, позволяющие летать очень высоко. Библия подобна волшебной книге, полной историй о любви, мужестве и великой вере в Божий план. Сегодня я хочу поделиться с вами вдохновляющей историей Давида, пастыря, который стал царем. Жил-был в маленькой деревне молодой пастух по имени Давид. Поэтому он взял овец своей семьи, играл на арфе и пел Богу. Давид был младшим из своих братьев, и его часто игнорировали. Однажды Бог повелел пророку Самуилу пойти в дом Давида и помазать его маслом. Сэмюэль ушел. Придя, он увидел старшего брата Давида, но Бог сказал Самуилу, что это не он. И позвали Давида, который пас овец в поле. Когда появился Давид,
Бог сказал Самуилу: «Вот он». Самуил вылил масло на голову Давида на глазах у его семьи. Бог знает, что только самые искренние ученики могут следовать этому посланию до конца, избегая ловушек, которые может расставить враг. Думайте о враге как о тени, пытающейся заблокировать ваш свет, но знайте, что по мере того, как вы приближаетесь к Богу, эта тень исчезнет. Враг теряет свою силу, а вы становитесь сильным и ярким. Бог лучший для вас, и ничто не помешает вам получить эти благословения, если вы будете держаться своей веры. Представьте, что перед вами открывается волшебная дверь, открывая вам мир, полный благ. Каждый раз, когда вы получаете это послание и живете согласно Слову Божьему, дверь открывается все больше и больше, открывая вам сокровища и чудеса, превосходящие ваше воображение. Почувствуйте благодарность в своем сердце. Представьте, что вы поднимаете руки к небу и говорите «Слава Богу» на поле, полном цветов, где каждый цветок – это дар, данный Богом в вашей жизни. Ваша благодарность подобна мелодии, доносящейся с небес и наполняющей сердце Бога радостью. По всем этим и многим другим причинам, которые вы найдете в Слове, я призываю вас быть последовательными и верными христианами. Представьте, что вы, герой чудесного приключения, сталкиваетесь с отважными испытаниями и получаете великие награды. Примите это послание всем своим сердцем и увидите, как Божьи благословения освещают вашу жизнь, как звезды освещают ваш путь. Мой сын, моя дочь, у Бога есть великий план для тебя. Живите страстно, мечтайте о многом и позвольте вашему сердцу руководить божественной любовью. Ваши величайшие приключения еще впереди, и Бог будет с вами на каждом этапе этого удивительного путешествия. Дорогое дитя мое, представь себе, что жизнь – это большая картина, нарисованная Богом. Каждый мазок кисти наполнен яркими красками и красивыми деталями. Часть картины все еще белая и ждет своего открытия. Когда вы следуете Божьему плану для своей жизни, это похоже на то, как будто у вас есть крылья, позволяющие летать очень высоко. Библия подобна волшебной книге, полной историй о любви и великой вере в Божий план. Сегодня я хочу поделиться с вами вдохновляющей историей Давида, пастыря, который стал царем. Жил-был в маленькой деревне молодой пастух по имени Давид. Поэтому он взял овец своей семьи, играл на арфе и пел Богу. Давид был младшим из своих братьев, и его часто игнорировали. Однажды Бог повелел пророку Самуилу пойти в дом Давида и помазать его маслом. Сэмюэль ушел. Придя, он увидел старшего брата Давида, но Бог сказал Самуилу, что это не он. И позвали Давида, который пас овец в поле. Когда появился Давид, Бог сказал Самуилу: «Вот он». Самуил вылил масло на голову Давида на глазах у его семьи. В этот момент Дух Божий наполнил Давида благословением и силой. Все были удивлены, ведь Давид был простым пастырем, но Бог увидел в нем что-то особенное. У Бога была особая миссия для Давида, которая навсегда изменила его жизнь. Жизнь Давида непроста. Он встретил гиганта по имени Голиаф, который терроризировал армию Израиля. Но Давид встретил Голиафа с большой уверенностью, веря, что Бог был с ним, и победил Голиафа и скалу. Давид прошел через множество трудностей, но продолжал верить в Божий замысел для него. Эта история учит нас доверять Божьим обещаниям,
даже когда все кажется трудным. Бог видит потенциал в каждом из нас, точно так же, как Он видел в Давиде. Он дает нам особую миссию, которая может чудесным образом изменить нашу жизнь. Вера Давида в Божий план никогда не колебалась, даже когда другие не верили в него. Эту веру – то, что Бог ценит в каждом из нас. Идя своим путем, как Давид, вы столкнетесь с проблемами и сомнениями. Но всегда помните о доверии Божьему плану. Он рисует прекрасную картину в вашей жизни, полную ярких красок и прекрасных моментов, ожидающих своего часа. С верой и доверием вы сможете достичь вершины успеха и открыть для себя особый замысел Бога. Представьте, что вы находитесь в удивительном приключении, подобно герою великой истории. Внутри вас есть волшебная сила, называемая верой, которая подобна яркому свету, который направляет ваш путь даже в самых темных местах. Когда вы соединяетесь с этой верой, вам хочется слушать прекрасную музыку, исходящую прямо из сердца Бога. Эта музыка способна наполнить вас мужеством и надеждой и показать, что вы никогда не одиноки. Бог подобен верному другу, который всегда с вами, соблюдая каждое обещание и распространяя любовь ко всему своему творению, включая вас. Представьте себе любящего отца, который хочет видеть своего ребенка счастливым и здоровым во всех аспектах жизни. Бог чувствует то же самое по отношению к вам. Он хочет устранить все препятствия, которые мешают Его благословениям достичь вас, подобно садовнику, который заботится о своих растениях, чтобы они росли здоровыми и красивыми. Когда вы приближаетесь к Богу со смирением и сильной верой, это все равно, что открыть окно, чтобы впустить солнце и наполнить вашу жизнь светом и теплом. Если вы верите в Бога и чувствуете этот свет в своем сердце, скажите в комментариях «Слава Господу». Это способ поделиться своей радостью и благодарностью с другими. У Давида было что-то особенное, непоколебимая вера в Бога. Он знал, что с Богом на его стороне он сможет преодолеть любую проблему, и он это сделал. Всего одним камнем и верой в Бога Давид победил Голиафа. Эта история учит нас тому, что вера подобна волшебному ключу, открывающему дверь ко многим благословениям и победам. Без веры помощь Божия далека, как звезда, которую можно увидеть только издалека. Точно так же, как Давид доверял Слову Божьему, вы также должны держаться Его обещаний, даже когда сталкиваетесь с трудностями. Божьи обещания подобны крепкой скале, на которую всегда можно положиться, которая всегда надежна и нерушима. Проходя свой путь, всегда помните историю Давида. Представьте, что у вас такая же непоколебимая вера в Бога. Знайте, что ваша вера может продемонстрировать удивительную силу Бога в вашей жизни. Испытайте удивительные трансформации, словно волшебник, открывающий новый удивительный трюк. Проблемы, с которыми вы сталкиваетесь, являются признаком того, что вы близки к достижению великих целей. Представьте, что вас ждет гора благословений, словно подарок, завернутый в красочную ленту и готовый открыться. Пути, которые вы прошли, проблемы, с которыми вы столкнулись, и препятствия, которые вы преодолели, сделали вас тем сильным и смелым человеком, которым вы являетесь сегодня. Даже если мир вокруг вас не до конца понимает ваши трудности, помните, что Бог видит и понимает всех. Он как друг, который всегда выслушает и поможет. Наслаждайтесь их любовью и пониманием,
зная, что вы никогда не будете одиноки в этом чудесном приключении в жизни. С самого начала Он всегда поддерживал тебя, всегда был рядом, любил тебя и заботился о тебе с бесконечной любовью. Представьте себе время, когда вы потерялись или потерялись, но Он всегда был рядом, обнимая вас с любовью и смелостью. Он выбрал тебя из многих и высоко ценил, видел в тебе уникальные и особенные качества. Вспомните ночи, когда вы спали, беспокоясь о тяжести мира на своих плечах. Страхи, которые сейчас кажутся непреодолимыми, вскоре станут просто воспоминаниями. Грядут большие перемены, несущие с собой волну хороших вещей, о которых вы даже не догадываетесь. Как большая буря, наконец сменившаяся прекрасным солнечным днем, полным новых обещаний и возможностей. Оставьте свои заботы позади и приготовьтесь получить благословение от щедрого сердца. Даже если дорога трудна, продолжайте стараться изо всех сил. Поверьте, что со временем все хорошее, чего вы хотите, произойдет. Подумайте о случаях, когда Бог превратил трудную ситуацию в настоящее чудо, показав, что Он умеет превращать невзгоды в благословение. Скажите «Аминь», если вы готовы принять силу веры. Помните, что вы узнали, и если вы молитесь искренне и с истинной верой, ваши просьбы будут услышаны. Верьте в Него, даже когда все кажется мрачным и безнадежным. Бог слышит каждое слово и исполняет ваши просьбы в нужный момент. Когда вы сталкиваетесь с трудностями, не забывайте, что Бог – ваш защитник и сила. Это как великая стена, которая окружает вас и защищает от всего зла. Верьте в Него и увидите, какие чудесные вещи происходят с теми, кто истинно верит в Бога. Вспомните истории о победах, которые вы слышали, когда вера сдвигала горы и меняла жизни. Божьи ангелы рядом с вами, защищая вас и принося вам благословение. Представьте, что они окружают вас, как яркий свет, окружающий и направляющий вас. Доверьтесь Его присутствию, ободритесь и наполните свое сердце надеждой. Позвольте благодарности вести вас на каждом этапе пути, признавая получаемые вами благословения, как большие, так и маленькие. Вы получите много чудесных благословений. Если Бог на вашей стороне, ни одна задача не будет слишком сложной. Подумайте о том волнении, которое ждет нас, когда мы откроем подарок. Покажите миру свое сияющее счастье и ослепите всех вокруг светом, сияющим изнутри. С нетерпением ждите этой радости, и пусть ваша вера освещает путь. Будущее полно великих обещаний, и вы готовы их выполнить. Бог с вами сейчас и всегда, направляя вас на каждом шагу к завтрашнему дню, полному благословений и счастья. Прежде чем мы начнем, я хочу быть вашим проводником и пригласить вас на особую молитву. Дорогие друзья, которые всегда следят за этим каналом, вы знаете, что обычно молитва остается до конца видео, но сегодня, когда я думаю обо всем, через что я прохожу, да, кажется, мне нужна молитва прямо сейчас. Я хочу вам расслабиться, найти тихое место и присоединиться ко мне в этом духовном опыте. Помните, после молитвы мы продолжаем послание. Наконец, мы помолились молитвой Господней, которую я выучил. С великой верой и открытым сердцем повторите вместе со мной вслух и задумчиво эту молитву. Дорогой Бог, я так благодарен быть здесь, чтобы ощутить Твою бесконечную любовь и доброту. Сегодня, когда я просыпаюсь и вижу восход солнца,
я вспоминаю Твое постоянное присутствие в моей жизни. Каждый луч солнца подобен Твоим объятиям, наполняя меня покоем и безопасностью. Ваше присутствие дает мне покой, и я чувствую себя защищенным Вашими учениями. Я помню библейские истории о том, как Вы вели Моисея через пустыню, как поддерживали Давида в борьбе с Голиафом, и как Иисус своей бесконечной любовью показал нам путь к спасению. Ваши слова – источник надежды для меня и свет, который сияет даже в самые мрачные дни. Я прошу Вашей мудрости и благословений на этом жизненном пути. Каждый день – это новая глава, и я хочу написать ее с Вашей помощью. Я благодарен Вам за все обещания, которые Вы вложили в наше сердце, за Ваши обещания помочь мне в моих усилиях осуществить мои надежды. Я хочу быть примером Твоей любви и проявлять доброту ко всем, кого встречаю. Я думаю о тех случаях, когда мне нужно доброе слово или любящий жест по отношению к кому-то, и о том, как я могу быть отражением Твоей любви. Ваша доброта – великий дар, и я молюсь, чтобы любовь окружила меня, научила любить без ограничений, легко прощать и излучать тепло человечности. С сердцем, полным благодарности, я прославляю Твое имя, делая Тебя достойным всякой любви и поклонения. Аминь. Когда мы молились вместе, я чувствовал поток любви и надежды, объединяющий нас, когда каждый из нас держал свечу, и наши огни освещали мир. Мы продолжаем наше путешествие с верой, что Бог с нами на каждом этапе пути. Сколько себя помню, мне всегда хотелось прожить жизнь с благодарностью за каждое мгновение, за каждый рассвет, за каждую улыбку, за каждый легкий ветерок, касающийся моего лица. У всего есть причина быть благодарным. Каждое утро я просыпаюсь с молитвой в сердце: «Господь, направь мои шаги сегодня». Я знаю, что всякий раз, когда плохие вещи пытаются меня расстроить, я могу ответить добротой и радостью. Я помню времена, когда доброе слово или любящий жест меняли все и давали мне силу нести добро в мир. Однажды, когда у меня были трудные времена, я почувствовал себя очень подавленным. Казалось, что все вокруг меня рушатся. Но потом я вспомнил о Божьих благословениях. Я думаю о друзьях, которые всегда рядом со мной, о семье, которая любит меня безоговорочно, и о солнце, которое всегда светит в небе, даже если оно создает проблемы. Именно тогда я понял, что даже в разгар шторма всегда есть солнце, которое ждет своего часа. Поэтому я решил быть добрым и проявлять Божью любовь во всем, что делаю, потому что верю, что свет может украсить даже самые темные дни. Для меня истинное счастье и успех приходят через следование божественному учению. Слава Богу, я признаю Его святость и доброту во всем, что меня окружает. Я знаю, что Бог справедлив и милостив, и чувствую Его присутствие, направляющее мой путь, как яркий свет, который никогда не гаснет. Я помню один день, когда мне было очень плохо. Я был слаб и беспомощен, но просил Бога о помощи, просил Его исцелить меня и укрепить в трудную минуту. Постепенно я почувствовал, что мой дух обновился, как будто Бог дал мне силу орла, прекрасной птицы, летящей высоко и мощно. Я чувствую себя обновленным и готовым принять любой вызов. Подобно дереву, растущему в реке, я прошу Бога укрепить и вырастить меня во всех аспектах моей жизни. Я увидел дерево, пьющее пресную воду, и корни его были глубоки, и мне захотелось быть подобным ему верой и благодатью Божией.
И я хочу для себя только одного, чтобы моя жизнь всегда была основана на учении Божьем, которое развивается в каждом сезоне и в каждой работе, которую я делаю. Я хочу быть как это сильное и выносливое дерево, готовое выдержать любую бурю, но всегда процветающее, всегда растущее и всегда благодарное. Боже мой, я здесь, чтобы помочь Тебе. Я хочу, чтобы все, что я делаю, было хорошо, и чтобы моя жизнь и отношения были благословлены. Помню, когда я был ребенком, меня попросили пройти тест по математике. Я помню, как видел, что ты сделал, и насколько ты был уверен и благодарен. Я знаю, что все хорошее исходит от тебя, и это воспоминание напоминает мне о твоей доброте. В трудные времена я нахожу утешение в ваших учениях. Был день, когда я совершенно потерялся и не знал, как решить, казалось бы, неразрешимую задачу, но, прочитав ваши мудрые слова, они дали мне необходимый покой и силу. Пожалуйста, продолжайте помогать мне становиться сильнее и помните, что тех, кто по-настоящему ценит вас, ждет вечная награда. Я готов прислушиваться к вашей мудрости и следовать вашим учениям. Вот как я научился кататься на велосипеде. Поначалу это было трудно и требовало много усилий, но благодаря терпению и руководству мне наконец удалось. Мое самое большое желание – всегда следовать твоим путем, пользуясь благословениями, которые ты мне даровал. Господь, я предаюсь Тебе в надежде, что меня коснется Твоя любовь и благодать. Я живу по Твоим заповедям и воспеваю Твои чудесные дела хвалебными песнями. Я помню время в церкви, когда мы спели гимн, который наполнил мое сердце радостью и миром. Я хочу, чтобы моя жизнь показала всем Твою бесконечную доброту, как это сделала для меня эта песня. Я увидел и осознал Твое величие во многих мелочах, в улыбке друга, в восходе солнца, в доброте незнакомца. А милосердный Господь, я верю в Тебя без сомнения, я верю в Твою верность и Твои обещания. Твое присутствие подобно лампе в ночи, направляющей и защищающей меня каждый день. Я стремлюсь жить так, чтобы почитать Тебя, зная, что Твоя рука всегда со мной, направляя мои шаги и наполняя мое сердце миром. Аминь. Дорогой Божией, я помню, как с детства смотрел на звездное небо и чувствовал величие Вселенной и силу, исходящую от знания того, что Ты всегда рядом. Во времена неопределенности я полагаюсь на Тебя, потому что чувствую, что мне не хватает сил, как моряк в ужасный шторм, который находит в тебе убежище, которое защищает его и дает ему смелость противостоять жизненным вызовам. Бывают дни, когда препятствия вдалеке кажутся горами, а вокруг меня враги, которым трудно противостоять. Но как терпеливый садовник, ухаживающий за упрямым растением, я прошу вас помочь мне ответить любовью и прощением, даже когда это трудно. Научи меня проявлять силу, благодать и милосердие к тем, кто не согласен со мной, и проявлять бесконечное терпение и милость, которую Ты нам дал. Окна тряслись, ветер выл, но в нашем доме мама держала меня за руку и успокаивала, что все будет хорошо, потому что Бог наблюдает за нами. Точно так же ваш глубокий мир успокаивает наше сердце во времена страданий, и мы верим в вашу бесконечную любовь и верим в вашу доброту и милосердие. Поскольку Ты благословляешь жизнь Иова и превращаешь его печаль в счастье, превосходящее его самые смелые мечты, я смиренно молю о Твоей бесконечной милости. Я молюсь, чтобы счастье, радость и благодать наполнили каждую часть моей жизни сердцем, полным благодарности.
Сделайте каждый день возможностью быть здоровым и радуйтесь маленьким и большим преимуществам, которые Он нам дает. Я радуюсь Твоей бесконечной любви и обещаю, что всегда буду посвящать себя Твоему учению, стойкий в Твоей истине. Ты, Господь, вечный источник всех наших благ и источник моей силы. Я верю в Ваше бесконечное милосердие и полностью верю в моего всемогущего Бога, которого я так люблю. Я прошу Вас отвергнуть мои исправления, выслушать мои вопросы и уделить мне все свое внимание. Останови гордость, которая наполняет мое сердце. Я с Тобой в каждой битве, я буду укреплять Тебя и направлять Тебя. Во времена неопределенности ищите моего руководства, мудрости и проницательности, чтобы вы могли принимать решения в соответствии с моей волей. Я обещаю, что никогда не оставлю и не брошу тебя. Я с тобой каждый день до конца времен. Будьте благодарны за каждое благословение, которое вы получаете, и верьте, что на вашем пути появится еще больше благословений. У меня на тебя великие планы, вещи, превосходящие твое воображение. Сохраняйте свою веру и надежду, потому что я работаю для вас, даже если вы этого не видите. Ангелы всегда рядом с вами, защищая вас от невидимых опасностей и направляя на путь истины. Они напоминают вам, что вы не одиноки в этом путешествии. Божественное присутствие всегда с вами, чтобы дать вам утешение и силу. Сын мой, не бойся жизненных бурь, ибо я твое прибежище. Приди ко мне в трудную минуту, и я обрету покой. Мой мир не похож ни на что, что может предложить мир. Пройди через всякое разумение и сохрани сердце и разум во Христе Иисусе. Верьте, что каждая пролитая вами слеза будет видна, и на каждую произнесенную вами молитву будет дан ответ. Я знаю твои самые сокровенные желания и стараюсь исполнить их как можно лучше. Иногда ситуация может пойти не так, как вам хотелось бы, но поверьте, что она всегда будет к лучшему. Помните, что вера – это уверенность в том, на что мы надеемся, и уверенность в том, чего мы не видим. Сохраняйте свою веру, даже когда все вокруг вас рушатся. Они – ваш прочный фундамент и устойчивая опора. Когда приходит искушение, помните, что вы не одиноки. Призовите меня, и я дам вам силы сражаться. Каждая победа над искушением – это шаг к вашему духовному росту и близким отношениям со мной. Я люблю каждый момент, который провожу с тобой. Просите меня о присутствии каждый день. Пусть моя любовь окружит тебя. Я здесь, чтобы направлять вас, защищать вас и любить вас безоговорочно. Вы мои дорогие дети, и у меня на вас большие планы. Никогда не забывайте, что даже в самые темные времена всегда есть свет в конце туннеля. Я свет, который ведет вас по пути мира и радости. Доверьтесь мне и моим планам на свою жизнь, потому что я люблю вас больше, чем вы можете себе представить. Заключительная молитва. Господи Боже, милостивый и милосердный, мы приходим сегодня к Тебе с чувствами, вдохновленными утешением и надеждой, найденными в Псалме 23, и с сердцами, полными благодарности. Ты наш добрый пастырь, который ведет нас по пути. Любовь, забота и мир среди темных долин жизни, мы не боимся зла, потому что ваше присутствие окружает нас комфортом и безопасностью. Когда мы сталкиваемся с трудностями, мы устремляем свой взгляд на гору. Откуда приходит наша помощь? В Тебе мы обретаем уверенность, а всемогущий Господь,
который не покидает нас во времена печали и сомнений. Ваш персонал и сотрудники любезно и мудро ведут нас, показывая лучший пешеходный маршрут. Когда мы сталкиваемся с трудностями, мы доверяем вашему руководству и поддержке, зная, что нас любят безоговорочно. Ты приготовил нам богатый стол даже в присутствии врагов наших. Твое обеспечение щедро, и у нас нет недостатка ни в чем, потому что Ты обильный и сострадательный Бог. Во времена отчаяния Твоя доброта и милосердие достигают нас, успокаивая наше сметенное сердце и восстанавливая наши силы. Перед лицом неизведанного мы чувствуем себя уверенно в Вашем обещании, что добро и милосердие будут сопровождать нас всю жизнь, и что пребывание в Вашем доме – наша вечная судьба. Небесный Отец, мы можем верить, что даже в самые трудные времена мы никогда не остаемся одни. И я с нами в том, что Псалом 23 – это песня в наших сердцах и источник надежды, который укрепляет нас двигаться вперед, уповая на Твою благодать и защиту. Во имя Твое, Господи, мы возлагаем все наши радости и горести, зная, что как пастырь заботится о своих овцах, так и Ты заботишься о наших любимых детях. Мы живем каждый день с уверенностью, что в Вас мы находим безопасность, покой и комфорт. Пусть Ваше присутствие направляет и поддерживает нас в каждый момент нашего пути. За все это сердце наше наполняется благодарностью, и уста наши восхваляют Тебя, пастырь верный и милосердный. Аминь.